Анда келиңиз, Тилек Алмазбекович, трибунага өтүңүз, өзүңүздүн позицияңызды билдириңиз. Сизге сөз берилет. Добрый день, уважаемые судьи. С вашего позволения я начну. В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики гражданам гарантируется право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека. То есть право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей. Когда я готовился к данному заседанию, я наткнулся на интересную, на мой взгляд, статью Игоря Джахадзе. Он заведующий сектором современной философии в Институте философии Российской Федерации. Так вот, он в своей статье говорил, одной из причин развитого индустриального и постиндустриального общества является глубоко укоренившееся в сознании людей представление о труде как специфические цели рациональной деятельности, объединяющей всех здоровых и полноценных членов социума, создающий продукт и с необходимостью обуславливающий существование человека в мире. Также он говорил, целерациональный труд оправдывает жизнь человека и наделяет ее смыслом. Если провести параллель с оспариваемой нормой, то она не дает возможности в полной мере реализовать человекость, так как право на труд закреплено в международных договорах, является важнейшим условием реализации социальных потребностей личности. Кроме этого, оспариваемая норма предполагает, что каждый человек имеет право на труд, включая свободу труда. Право на труд, а именно свобода труда, является составной частью свободы личности. С вашего позволения я хотел бы зачитать решение Конституционного суда от 27 января 2016 года. Устанавливая особые правила допуска к должности акима и ограничивая тем самым право граждан на государственную службу, законодатель обязан находить баланс конституционно защищаемых ценностей, публичных и частных интересов, а также соблюдать принципы справедливости, равенства и соразмерности, которые вступают в качестве конституционных критериев оценки законодательного регулирования прав и свобод, используя при этом не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные конституционно одобряемыми целями меры. Принцип соразмерности означает, что применяемые для ограничения прав и свобод меры должны быть обусловлены конституционными целями. Ограничительные меры не должны быть большими, чем это необходимо. Ограничительные меры не должны приводить к несоразмерным, чрезмерным, избыточным ограничениям. Свое выступление я хочу закончить словами Карла Маркса. Он говорил, человек трудится, чтобы жить, он работает, чтобы производить, а производит, чтобы оправдать свое присутствие в мире. Доказать себе и другим, что имеет право на жизнь, чтобы, наконец, заработать себе на жизнь. Спасибо.